Так, и переходя к теме, это такая смежная отрасль для вас, графический дизайн, но я думаю, будет интересно. Я проходила как-то курс по современной идентике. Сразу объявление. Если какие-то вопросы появляются, мы их задаем сразу или в конце? Это я, да, расскажу сейчас все. И из этого курса, в общем, я сделала такую презентацию из того, что я узнала. Так, я боюсь публичных выступлений, но упорно выступаю. Буду спотыкаться, не обращайте на это внимания. Я буду рада, если вы будете сразу задавать вопросы, вообще вести диалоги. Мне будет намного проще, и вам тоже интереснее, и будет эффективнее. Это важно. Что-то непонятно, что-то очень вообще интересно. Прерывайте сразу же, вот немножко смотрите на меня, я поэтому развернулась сюда. Если боитесь кричать, поднимайте руку. Просто лучше сразу непонятно, сразу включиться и попросить объяснить. Да. Хорошо, что у нас такая камерная атмосфера, можно не стесняться и спрашивать. Так, ну что, начнем. Фирменный стиль. Я сейчас покажу несколько картинок. Попробуйте угадать, по каким... Это примеры фирменных стилей. Зачем нам определения и термины, когда мы можем сами все это придумать, обосновать. Как вы думаете, что в этих примерах, в этих объектах, по каким признакам можно сказать, что это фирменный стиль? Цвет. Да, первый цвет, молодец, Жень. Дальше. Цвет, эмблема, там, да, повторяющиеся какие-то элементы, логотипы, все. Еще какие? Вот, можно вернуться здесь. Сочетание различных форм. Да, это, мы узнаем, это называется паттерн. Или узор, или орнамент. В дизайне у нас называется паттерном. Что еще? Еще какие предположения есть? Что делает их фирменным стилем? Вот здесь вот что такое, что повторяется? Картон. Да, это, кстати, тоже элемент фирменного стиля, материал, да. Иллюстрация, да, видите, здесь есть тоже иллюстрация подходит. А здесь вот паттерн как раз. Ага. И мы не назвали только шрифты, то есть мы назвали цвет, паттерны, логотип и шрифт. Так, о терминах. Это три разных определения: фирменный стиль, визуальная идентика, бренд и брендирование. В принципе, все это об одном. Просто раньше это называлось фирменным стилем, а сейчас появились такие понятия, как визуальная идентика и бренд и брендирование. Почему они появились? Потому что это фирменный стиль стал более сложным, чем раньше. И мы об этом узнаем. То есть, если вы встречаете эти термины, не теряйтесь, это все об одном и том же. Фирменный стиль, вот то, что мы узнали. Из чего он состоит: из логотипа, из цветовой палитры, шрифтов, паттернов и фотостиль и стиль иллюстраций. И все это мы сейчас дальше посмотрим. Логотип. Ну вот такое определение. Логотип — шрифтовые начертания, часто с изображением, которое сообщает о названии, сути или ценностях бренда. Так, вот угадайте, пожалуйста, как вы думаете, где здесь логотип? Справа или слева? Слева, конечно. Верно. А еще варианты? Оба. Да, Алена, ты права. Оба. Это просто разные виды логотипов. Слева называется изобразительный, а справа текстовый. Шрифтовой. Он состоит просто из шрифта. Такие логотипы тоже бывают. Вот, например, самые известные логотипы. Возьми там мою сумку, кстати, там все принесла кучу. В каких случаях используется шрифтовый логотип? Когда очень трудно подобрать какое-то изображение. Смотрите, Google, Яндекс, ВКонтакте, Google, Яндекс, поисковики. Адекватную какую-то иллюстрацию к этим понятиям, не слишком абстрактные. Трудно подобрать их. Можно или совершенно притянуть за уши, или вообще не угадать, поэтому просто используются шрифтовые логотипы.
Вот, например, там тоже бывают всякие фишечки можно делать. Здесь просто буквы, а здесь, смотрите, вот это туристический логотип Парижа. То есть мы видим здесь Эйфелеву башню. Неофициальный логотип НАСА, как будто бы НАСА поднимается над планетой. Стокгольм, это обыгрывается названием Стокгольм. Это было, что там королевский город, что ли, поэтому там корона. FedEx — это транспортные компании, видите, там есть EX, там спрятана стрелочка. Они перевозят грузы. И декора, смотрите, тут каждая буква отличается. Декоративная. То есть она передает суть. Вот это то, что я сказала, способ избежать мучений при попытке нарисовать услугу, которую невозможно однозначно проиллюстрировать. И можно передать ощущение бренда через шрифт, вот как в декора. Видите, да? То есть понятно, что такое шрифт, и понятно, что это что-то декоративное. И следующий изобразительный логотип, тот, который был со значком. Вот, угадайте, где здесь логотип? У нас есть прокат якорей и тихая гавань, ресторан на берегу. Подумайте, пожалуйста. Это же рекламный бренд, а тихая гавань. Это как будто не название. Да. Нет, Это вывеска. может быть такое, подумайте еще. Да, это правильно, кстати, Женя, ты сказала, это логотип слева. А еще варианты? В каком смысле? Где здесь логотип? То есть вы голосуете за левый. Нет, забрала. Да. Все, опять же, все правы. Логотип и там, просто слева знак, якорь. Он просто обозначает прокат якорей, просто нарисован якорь. Такое тоже бывает. А тихая гавань, здесь якорь используется в качестве метафоры. То есть это более сложная какая-то игра, более сложный образ. Но логотипы существуют и такие. Сейчас мы на них посмотрим. Например, вот дверной лидер, и мы видим, что тут дверь, и еще там циферка 1 где-то прячется, то есть лидер. Pet Shop, магазин для домашних животных, так и есть изображены домашние животные. Это можно назвать несколько, не очень интеллектуально, но иногда это работает. Не всегда приходит в голову метафоры. Вот тоже скандинавская ходьба, просто вот очертания тетеньки, которая, допустим, на финише. И на логотипе то же самое. То есть, непомерный. Это называется иконический знак, просто иконка. Термины не надо запоминать, это для общего развития. Смотрите, здесь уже другой вид знака. Вот там какая-то логотип планета пуговиц. Видите? То есть что-то планета шитья, по-моему. И это в виде планеты. Тайгер фитнес-центр. Видите, там он и тайгер. И тут, видите, силача. И клоун — это логотип сервиса облачного, куда файлы закидывают в интернете. То есть клоун и клауд обыгрываются, что клоун и клауд. Такие логотипы, конечно, интересны. Они цепляют, потому что тут есть какая-то игра и они запоминаются. Но не всегда так получается. Вот смотрите, как это делала такая известная дизайнер Нина Геометриева. Она показывает ход своих мыслей. Мы этот видели фирменный стиль. Это что-то там для Glassware, то есть это про линзы фирма. Вот у нее глаз, в глазу есть хрусталик, и она рисует хрусталик. То есть это еще не метафора, да, но это какое-то абстрагирование от конкретного образа, все к более абстрактному. И он еще как-то графически хорошо оформлен. Получается вот Glassware. Или вот тоже ход, как рисовался для My Pet Shop. Смотрите, сначала дизайнер нарисовал красивых собачек, потом тоже хорошеньких собачек с косточкой, а в итоге осталась только косточка в виде улыбки в итоговом варианте. Или так редизайн, это логотип делала студия Лебедева, фабрикант группы компаний было раньше так. То есть у них был символ
лев, но немножко логотип устарел, захотели его апгрейдить. И вот смотрите, как упростили логотип. То есть персонаж лев остался, и вот офисные стулья, которым занимается компания, она тоже осталась. Ну, то есть это очень крутые примеры обыгрывания, метафоры, игры. Это называется индексальный знак. Следующий вариант – это символьный логотип. Узнаете логотипы? Пепси. И ТНК BP слева, это как крупная нефтяная компания мировая. Как вы думаете, что они значат? Ну, там, понятно, случилось какой-нибудь... Да, какие-то фракталы, цветочки, мандалы, зелень почему-то. На мячку похож. По поводу логотипа Pepsi тоже там куча всяких вариантов. Никто не знает точно, что это значит, река или что. Это принцип символьных логотипов. Вот здесь, допустим, тоже MasterCard. Как вообще 2 кружочка. Что бы это значило? Это символ, то есть это совершенно абстрактный знак, который может вмещать в себя бесконечное количество ассоциаций и ощущений. То есть если вы проходили по литературе, что такое символ, все, что вы мы не сказали про этот вот знак, цветок ТНК BP, все будет верно. Потому что авторы, возможно, там ничего не закладывали, а символ имеет бесконечное количество интерпретаций. Точно так же в Pepsi мы можем сидеть и угадывать. Это используется очень, когда непонятно, что нарисовать. Использовать абстракцию удобно, когда нужно передать потребителю ощущения, связанные с брендом, а не сущность продукта. Так, не совсем верно понятно, да? То есть они хотят, это когда, допустим, Nike, тоже непонятно, наверное, это галочка, то есть типа ок, тоже это символьный знак, он не конкретный, но есть какое-то ощущение энергии. Нам трудно вместо того, чтобы как-то выдумывать, допустим, для MasterCard, как проиллюстрировать услуги MasterCard. Поэтому дизайнеры придумали вот 2 кружочка, и придумывайте, что хотите. Какие-то ощущения от этого есть, особенно от цветочка. Мне кажется, вот этот цветок зеленый говорит, что ДНК BP якобы заботится об экологии. Хотя всем известно, что они там разливают нефть, где-то разлили в районе Кубы. И это были ТНК BP. Но мне кажется, вот эти 2 кружочка круто. Обычно, если покупаешь что-то, всегда, если ты платишь, они получают. Ну, как соединение, да. И твоя версия будет правильной, потому что это символ. А мне кажется, что это 2 планеты. Вот Nike еще, Legis треугольник. Это мы еще потом посмотрим. Это Денис Башев, известный дизайнер. Он прославился тем, что он рисует простые геометрические знаки и продает их заказчикам задорого. Здесь треугольник. Это для охранников. Здесь для дизайна выходных он нарисовал просто квадратиков тоже. Это для томографического центра кругляшок. Дальше я покажу, как это у него работает, это будет интереснее. Структура логотипа. Это я просто взяла картинку из Яндекса, шаблоны для логотипов. Что мы здесь видим? Можем проанализировать? Что повторяется постоянно в логотипе? Какие части? Расположение текста относительно картинки, да? Угу. Еще какие элементы вы можете вычленить, что это логотип? Есть значок здесь, да? Везде. И есть текст какой-то. Еще подписи есть. Да, еще маленькие подписи. Сейчас мы узнаем, что это такое. Но мы, как узнали, бывают еще просто текстовые логотипы, да, без значка. Вот, структура простая. То есть знак, вот этот вот, иллюстрация какая-то, он называется знак, название компании. И то, что мелким шрифтом, это называется дескриптор. Можете тоже не запоминать, это то, что расшифровывает вид деятельности. Например, если у нас какая-то строительная компания... Записываем, если что, видео потом будет. Да, и презентацию тоже выложим. Например, у нас есть какая-то строительная компания «Омега», и у нас из знака непонятно, что это строительная компания, и из названия «Омега» тоже непонятно, да? И тогда нужна расшифровка про деятельность, что это Омега строительная компания. А если и так все понятно, то можно и без этого.
Так, вот пример, то есть логотипов окна Август, капитал, видите, есть, это полный вариант, да? А это называется фирменными блоками, когда вот логотип знак, есть капитал, окна, изображенный капитал и надежные окна. Вот пример того, когда требуется дескриптор, потому что капитал, какой-то значок, ну хотя видно, что вот окна, но все равно требуется. И пятый элемент тоже. Непонятно, о чем это пятый элемент, поэтому требуется описание информатизации, безопасность, связь. Смотрите, как эволюционировал логотип Билайна. Сначала был Билайн, и написана была сотовая связь. Есть дескриптор. Потом Билайн убирает дескриптор, пишет что-то GSM. Это потому что в то время было важно. Ну да. И пишет слоган «С нами удобно». Теперь современный логотип Билайн и дескриптор «Живи на яркой стороне». То есть они отказались от сотовой связи. Почему, как вы думаете? Потому что уже понятно. Ну да. Да, все уже знают, что это сотовая связь, и поэтому они теперь там вместо дескриптора используют слоган. То есть, что я хочу сказать, в графическом дизайне, как в принципе в любой отрасли, да, есть какие-то правила, но их следует нарушать в зависимости от целесообразности. То есть есть такие правила, что там значок, там, но если не целесообразный значок, его убирают. Если нецелесообразно иметь дескриптор, его тоже убирают. А может логотип быть и с дескриптором, и без дескриптора, и в зависимости от того, где они будут размещаться. Потому что иногда бывает какая-нибудь мелкий логотип, но обычно на сайтах никогда не пишут дескриптор, потому что его просто не видно будет. То есть это тоже целесообразность. Следующий у нас тип признак. Важная составляющая фирменного стиля — цветовая палитра. Вот, смотрите, пример. Музей естественных наук. Запоминайте, какие здесь цвета? Зелененькие. Зелененькие, да? И мы понимаем, почему. Ну да. Это какая-то фирма, которая занимается софтом, то есть программным обеспечением. И смотрите, у них там ярко-синий цвет какой экрана. Голубая смерть. Моноширный такой шрифт, такой вот там желтенький. И да, мы понимаем, что это, хотя он простой, тут нет никаких паттернов, иллюстраций, но он работает. Мы понимаем, что это что-то с компьютером связано. И синий цвет. А это какая-то дизайн-студия, и смотрите, здесь используются все цвета радуги, в том числе черный и белый. Такое тоже может быть. Это опять же речь о целесообразности. То есть здесь у нас, вот здесь вот цветовая палитра, например, энергетическая компания. Как вы думаете, почему здесь выбраны такие цвета? Ну, как бы из энергоцвета, ну, типа желтый. Да, потому что если какие-то у нас есть ассоциации, да, что там солнце, свет, тепло, поэтому выбраны такие цвета. Здесь, видите 4 и 2 цвета. Так, вот смотрите, есть такие, у нас есть определенные ассоциации со цветом. Как вы думаете, у вас с красным цветом что ассоциируется? Аппетит вызывает красный цвет, аппетит вызывает красный цвет. Да, еще какие у кого что? Мне кажется, агрессия еще да. бывает. Такой агрессивный маркер. Резко очень. Да. Чувственная. Скорость еще, наверное. Скорость. Угу. А зеленый? Экология. Экология. Спокойствие. Да, спокойствие, доверие. А темно-синий? Просто представьте, Офисный цвет какой-то. Офисный цвет. офисный, какой-то банковский, в моем стиле, какой-то такой, да, Серьезный. премиум класс Да, какой-то. Желтый, для кого бы, для каких клиентов вы бы предложили желтый? Ой, оранжевый. Желто-оранжевый. Нефть какая-нибудь, ну, что-то такое. Энергетика, да. Я бы еще детскому саду тоже. Да. А голубой? В соцсети обычно выбирают голубой цвет. Кстати, да. Что-нибудь IT. Ну да. А черный? Черный это престиж, наверное. Ну,
какой-то. Лакшери, да, какие-то бренды. Вот, мы сейчас поговорили, и у нас, в принципе, более-менее схожие ассоциации с цветами. То есть они, конечно, могут расходиться, потому что там какой-нибудь маркетолог скажет: нет, красная — это кровь, не. Такие бывают. Но, в принципе, у нас у всех более-менее схожие, и, исходя из этого, подбирают цветовую палитру. А вот, например, Сбербанк выбрал такую палитру зеленую. Почему? Как? Деньги. Мне кажется, они хотели там втереться в наше доверие. Еще там оранжевый добавили, что-то про теплое, да, всегда близкое, теплое. Ну, сейчас не очень доверяешь зеленому. Я решила на Тинькофф перейти. Да, надоели. Вообще. Я взяла этот пример тоже просто в интернете. Просто мне дизайнер, видите, пишет тут: зеленый цвет как основной выбран из-за его ассоциативности с молодостью. Что там дальше? Стремлением и развитием. То есть это может быть очень некрасивый дизайн он сделал, но он смог обосновать. Ну, в смысле, понятно, что он не просто так с потолка взял. То есть целесообразность еще раз. Молодец, хорошо поработал, обосновал. Выбор цвета. Шрифт. Вот. Какие у вас ассоциации с таким шрифтом? Почему, как вы думаете, у Маслы такой шрифт? Ну, он наклонённый. Ну, со скоростью. Да, похоже, да, что это про скорость. Это специально для них разработанный шрифт. А здесь вот смотрите, там в логотипе какой-то. Ну, что такое нежность. Да, декоративненький какой-то. Флористика. Это британская высшая школа дизайна, причем они взяли такой обычный шрифт, можно сказать, но вот смотрите, они как его коверкуют и играют с ним. Ой, так, да, вот они, график блокнот. Шрифт отвечает за ощущение бренда. Вот такой вот. Стилеобразующие элементы, паттерн, фирменная графика. Опять же, вы можете встречать несколько названий: фирменная графика, паттерн, стилеобразующие элементы. Это все об одном и том же. Смотрите, раньше было так, ну еще лет 20 назад был такой логотип, например, здесь что-то про medical, медицинская какая-то компания, там видите в знаке молекула. И паттерн просто что-то, продолжение этой молекулы. Тут тоже нашла какого-то дизайнера старинного, видите, арматуры, да, кружочек. И на папках вот этот кружочек продолжается. Вот раньше был такой паттерн. Сейчас это уже все несовременно. Это считается немножко туповато. Видите, там логотип такой знак. А потом смотрите, сколько узоров из этих логотипов сделано. Согласитесь, что это уже интереснее. Ну, как Яндекс, типа. Такси, все такое там. Да, нет, просто смотрите, какие разнообразные узоры. Они, в принципе, не очень разнообразные, да, но они по-разному сделаны, по-разному раскрашены. И кажется, что просто, когда много всякой продукции, и машины, и конверты, и папки, и они все будут по-разному, но в одном стиле, это выглядит интереснее и привлекательнее, нежели просто вот такие вот молекулы ставить или вот такой кружок, один и тот же, который в логотипе. Тут еще сложнее зелененько. То есть логотип вообще не похож с фирменной графикой. Ну, цвета только. Да, как-то, ну, как-то по стилю, по плоскому, да. Похоже, что это об одном и том же. Это у знаменитого дизайнера Вовы Лифанова работа, опять очередная премию получил. Для ресторана «Груд», смотрите, логотип просто обычный текстовый логотип. И он долго думал, как, он же берет много денег, как сделать из этого фирменный стиль. Он увидел, что там в оформлении ресторана используется очень много дерева, и придумал, что можно нарисовать такие паттерны и приглядываться к дереву. Там всякие, вот здесь козы, там еще всякие птицы летят, ну, то есть какие-то сказочные картины из паттерна дерева. И вот так оформляются бутылки. К чему я сейчас говорю, что в современной идентике этот логотип, он совсем... Ну, он обычный логотип, он не привлекает к себе внимания, он не запоминающийся, а весь фирменный стиль, узнаваемость этого ресторана будет держаться вот за счет этого, потому что это очень интересно. Вот такой интересный ход с текстурами дерева. Например, у Билайна тоже все держится
Не надо, нам нужен логотип, да, мы узнали? И хотя я сама сказала, вот эта фирменная графика, мы видим эти полосатые штуки иллюстрации, сразу узнаем, чье это. Это называется, поэтому в современном термине называется стилеобразующими элементами. Они нам нужны, чтобы сообщить о продукте или ценности, если остальные элементы не раскрыли тему, чтобы разнообразить, гибче оформлять коммуникации. Чтобы получить более сильный элемент узнавания бренда, чем логотип. Ну вот этот пример, как раз иллюстрация. Более сильный элемент узнавания бренда. Мы узнаем через полосатые штуки, паттерны. Следующий фото и иллюстрация. То есть не обязательно могут быть паттерны, бывают фотографии. Узнаем, да, стиле 2. В одном стиле все сделано. Это как раз фото в одном стиле, то есть там какие-то есть, прописываются в градбуке правила, как должны быть сфотографированы модели. Есть такая плашка, есть какая-то тренировка. Опять же, стиль 2, предыдущий фирменный стиль, вот такой вот, тоже узнавали. И еще самый предыдущий, это когда вот такие мафиози у них были. Тоже фотоиллюстрации, и это тоже делало их фирменный стиль. Эволюция визуальной идентики. Так, вы еще не устали? Еще немножко потянем? Так, почему эта эволюция происходит? Потому что в дизайне постоянно меняется графический визуальный вид мира. Ну, потому что жизнь меняется. 20 лет назад, то есть, смотрите, был очень важный логотип. Шрифт поменьше, ну и цвет важный был. Но не такой важный, как логотип. Вот пример того, Coca-Cola. То есть так всегда и делали. Огромный логотип и красный цвет. Ну, в смысле, любой фирменный цвет. Дальше, 10 лет назад, значение логотипа уменьшилось, а цвет остался тоже важным. Появились стилеобразующие, то есть я повторю, да, что стилеобразующие — это паттерны и иллюстрации, и фотографии. Они, смотрите, не становятся прямо важными, а шрифт такой же не очень важен. Например, вот Cadbury 10 лет назад делали рекламу. Смотрите, насколько уменьшился логотип. То есть вот это у них фотоиллюстрация такая, да, шоколад, фиолетовый фон. И мы узнавали, что это Cadbury не из-за того, что там логотип. Тут даже не Cadbury написано. Dairy Milk написано, а Cadbury вообще очень мелко. Просто вы сейчас не узнаете, потому что уже изменилась концепция рекламы. Скорее всего, я просто не видела, не смотрю рекламу вообще. Что сейчас? Сейчас важная система оформления коммуникаций. Мы сейчас узнаем, что это такое. По-прежнему важен цвет, стилеобразующий, фотостиль. Логотип, смотрите, стал еще меньше. И шрифт такой же, не очень важный. Как это выглядит? То есть, смотрите, насколько уменьшился логотип, да, вот это у крупнейших мобильных операторов. Это билборды, то есть мы их видим издалека, логотип маленький, но мы издалека понимаем, что это к Мегафону относится, это к МТС, а это к Билайну. Но это уже, наверное, на стадии того, когда бренд уже развился. Ну, в смысле, вот... Да, конечно, права. Потому что все исходит из целесообразности, да. Опять же, в зависимости от ситуации. Если какая-то имиджевая реклама, и нужно показать лицом новый логотип, например, или новый бренд, естественно, таких правил нет. Ну, в смысле, как бы не говорили, что сейчас развивается так, но если такая необходимость будет, просто будет белый билборд, например, и крупный логотип. Все зависит от того, какая задача. Вот посмотрим, как экспериментировала Coca-Cola. Это классика, то есть крупный логотип, красный цвет и характерная форма бутылки. Здесь остается красный цвет, характерная форма бутылки, но нет логотипа. Там вместо логотипа Coca-Cola что-то другие названия напитков, например. Дальше они убрали красный цвет, оставили форму бутылки и логотип, но это не везде. Какая-то узнаваемость остается, да, благодаря форме бутылки. Здесь они отказались от характерной формы бутылки фирменной, оставили крупный логотип, красный цвет не везде. Тем не менее, мы узнаем, что это Coca-Cola.
А здесь постеры, то есть здесь вообще справа остался от логотипа одна линия, а слева здесь бутылка, типичная фирменная бутылка. Все, вот это все было диагностические характеристики, называется, признаки предмета, по которым он узнается. То есть это в Кока-Коле это сам логотип, красный цвет, форма бутылки и вот это еще линия. То есть не обязательно в фирменном стиле должно быть все. Все зависит от задачи. Так, это к чему я не помню? Да, доминанта образа, яркая девушка. То есть, смотрите, простой логотип ни о чем. Ну, в смысле, просто шрифтовый логотип. Не обязательно же рисовать ногти. А весь фирменный стиль держится вот на фотографии этой девушки и кругляшка. И вот там вот тут. Вот бабочка, опять же, фирменный стиль на этом держится. Вот. Вывод о том, что бренд узнается не только по логотипу. Но тогда за счет чего? И вот что такое рекламные коммуникации. Вот. А рекламные коммуникации — это, вы видите, да? Это билборды, всякие рекламные вывески, все что угодно, через что бренд разговаривает с потребителями. Это все называется общим словом. То есть это могут быть... Почему появился новый термин такой рекламной коммуникации? Раньше было просто визитка, вывеска, что еще может быть? Билборд, да? А сейчас многие компании работают только в сети, например. Соответственно, у них может быть сайт, а может быть не быть сайта. Сейчас у многих просто есть группы ВКонтакте. То есть им не нужны визитки, или у них просто Инстаграм. У них нет традиционного набора элементов. Поэтому просто появляется такой более общий термин рекламной коммуникации. Вот, тоже рекламные коммуникации. Это традиционные такие штендеры, баннеры и так далее, коробы. Вот тоже такие же мы видим в городе. Нет, это знаешь, что это Краснокамск. Просто, тут хороший пример, видите, фирменная графика, она везде разная, но узнаваемость сохраняется. И цвета везде разные. То есть, что хорошо, это какой-то там стиль города, дня города, что ли, выглядит разнообразно. Смотрите, тут тоже пример того, что фирменная графика везде разная, да, на губах. Есть такая, но за счет того, что это губы и за счет формы упаковки, узнаваемость остается. Так, к чему я это? Помните? Кружочек начальный. Да, кругляшок Дениса Башева про томографию. Смотрите, как это работает. То есть мы видим вот там в левом верхнем углу просто кругляшок. И мы думаем, господи, и заказчик так скажет, господи, за что я плачу 1 000 000 рублей? Я такое же сам могу нарисовать. А смотрите, как оформляется, да, все остальное. То есть вот там вот есть пакетики с дырочкой. То есть это томография. Помните томограф, да? Это же дырочка, то есть это классный символ. И у него вся продукция вот там вот вот эта дырочка прозрачная, то есть там пакет такой прозрачный, кружка, макет в журнале, флешка, папки вот эти вот офисные. Дальше, помните треугольник Legis, охранная компания. Смотрите, что Денис Башев сделал. Он, конечно, продал треугольник, вот этот Legis, но он еще обосновал, что треугольник, если собрать вот так, получается, как зубы собаки, охранники, сделал кучу всяких красивых паттернов из этих треугольников. Говорит, можно делать такой постер, типа вот когда у нас праздник, мы интеллигентные охранники. Смотрите, даже офис в такой графике, и причем, заметьте, она очень разнообразная. Это не только треугольники, просто разные геометрические фигуры, но при этом узнаваемость остается. Просто все гениально, просто. Да, типа гений. Вот Денис Башев. Он сюда приезжал пару раз, да, очень веселый, причем наступил.
Магазин Марка, например, тоже пример, очень простой логотип, шрифтовый. И вся узнаваемость держится за счет вот этих иллюстраций нарисованных. Да. Так, Nike. Вот Nike, это называется логотип контейнер, они начали использовать, то есть не просто так, а подкладывают туда свое содержимое. И это к чему? К тому я говорила, что современная идентика, она держится не за счет логотипа чаще всего, но опять же в зависимости от задачи, да, а за счет вот всяких вот таких вот обыгрываний штук. Ну, наверное, работа с пространством. В том числе работа с пространством, да, тут все эти рекламные коммуникации, которые могут быть совершенно разными. В зависимости, вот для магазина нужно там, что нужно, то и сделано. Суть бренда. Опять же, фирменный стиль, визуальная идентика и брендинг, да, мы говорили об этом. Это одни и те же термины. Суть бренда в том, что никто не продает просто кирпич. Вот у нас есть кирпич. Обычно в рекламе никто вам просто кирпич не продает, а пытается вам продать, например, ощущение, что если вы купите кирпич, у вас будет такой, вы сможете построить такой классный дом. Или вот у вас будет такая кошечка, уют. То есть производится одно, продается другое. Например, продукт. Просто краска для волос. А что нам пытается впарить производитель? Что вы будете... Ничего бика, результат, конечно. Ну, что вы будете как Скарлетт Йоханссон. И, например, если купите диод, тушь, будете как Натали Портман. Поэтому, то есть нам какой-то образ подают, а не просто там. То есть фирменный стиль — это одежда, по которой встречают. Она может быть разной. Спортивной, такой розовый, лакшери, минималистичный и вот такой гадский стайл. Все зависит от того, что вам нужно, что вы хотите о себе рассказать. То есть можно выбрать любой. Если вам подходит, то можно прямо вот этот розовый пушистый выбрать. Но лишь бы он отражал суть вашего бренда. Это такая метафора тоже, морковка бренда. Зеленый, то, что мы видим, это образ, а то, что мы не видим, это морковка, она под землей. Бывает так, что вы, наверное, сами видели, очень классная рекламная кампания, красивые упаковки, вот там вот слева. Это образ красивый, а продукт так себе. А бывает наоборот, это бывает, вы знаете, вот таких старых производственников, они делают очень крутые вещи, но не умеют себя продавать, и у них вот образ такой вот в виде маленького хвостика. А мы не видим, что у них хороший продукт, потому что он спрятан под землей. Так, и следующий у нас раздел «Объекты фирменного стиля». Это то, что мы сейчас я пыталась рассказать вам, и сейчас просто обобщу. Обычно у нас традиционная идентика, то есть фирменный стиль включал визитки, фирменные бланки, конверты, папки, сувенирки. Дизайнеры обычно так и делали. И брали вот этот паттерн, например, как с молекулами, помните, да? И на весь этот набор натягивали. Да, все на связи. Так и делали, то есть и продавали это как фирменный стиль. Но, как я уже сказала, очень часто не всем нужны конверты. Кто сейчас в конвертах что-то посылает? Не всем нужна сувенирка, тем более папки и так далее. Потому что некоторые работают в интернете. Вот это традиционный набор элементов. Ну, тут йога-центр, хотя бы коврики украсили. Здесь вот какая-то гамбургерная. Смотрите, у них появляются какие-то стаканчики, да, все-то упаковочки нужны. Даже доски есть упакованные. К чему все это? К тому, что нету типового набора элементов. Нужно делать то, что нужно заказчику. Нужно просто об этом подумать. И в зависимости от того, что нужно заказчику, нужно и разрабатывать фирменный стиль. То есть, если ваш заказчик работает только в интернете, только в Инстаграме, ему не нужны ни паттерны какие-то, потому что они не будут использоваться. Просто вы зря потратите время, а заказчик деньги, да, потому что не нужны там профили Инстаграма, никакие там паттерны. Ну, изначально, наверное, надо думать о заказчике. Да, да, перед тем, как сесть за разработкой фирменного стиля, нужно подумать, а для чего?
как будет ваш бренд разговаривать с потребителями. То есть для Инстаграма, например, там нужно будет просто подобрать какой-то стиль фотографии. Ну да. Это тоже элемент фирменного стиля. Так, это я пропущу, потому что это уже слишком. И последняя разновидность современной идентики. Тут у нас творится что попало. Есть несколько видов. Традиционная идентика — это тот же самый пример с молекулой. То есть вот у нас есть значок, и из этого значка делается паттерн. И какой-то фирменный цвет, и фирменный шрифт. Ой. Нет, я не расскажу об этом. Нет, неожиданно закончилась презентация. Неожиданно. Да, это у меня был короткий вариант. Ну, все, давайте вопросы. Даже сильно. Нет, если вам нужно, я, конечно, могу. Ну, просто это скучновато, вам это не нужно. Вопросы, девочки, обратная связь, как информация переваривается, или пока нет. Блин, ты нормально лекцию ведешь? Вы, наверное, думаете, что чего нам Что ты паришься Но нормально? я все равно теряюсь. Можно немножко обсудить вообще? Да. Например, на своем примере. Я что-то мужскую одежду, да, и не могу логотип себе, и вообще не могу себе придумать, что как подписывать. У меня с этим вообще проблемы, потому что я до конца не определилась, какой стиль подмутских платья у меня. И меня заносит в разные Как стороны. ты сделаете? То они очень какие-то прям городские, минималистичные, то они прям ярких цветов, какие-то прям летние. Тебе просто надо цвета. чуть-чуть закрепить. мне Поэтому кажется. вот вроде хочется что-то к спорту, и хочется что-то к минималистичному, меньше деталей. И иногда хочется прям нарядно, в таком этно, традиционном. Вот мне кажется, поэтому тебе лучше шрифтовый логотип. Что? Шрифтовый логотип, мне кажется. Возможно. Либо надо как-то четко уже тоже определиться, да. Потому что у тебя, если ты сделаешь в этом стиле, ты будешь, ну, как-то, это не будет соответствовать ощущениям твоего бренда, потому что ты сама сказала, что у тебя там разнообразие, это будет тебя сдерживать. Тебе же это Сейчас не вообще нужно. хочется мне какие-то свадебные русские платья. Вот, вот. Нарядные, да. И уж точно Я не столько нужен. кружев купила. Вау. И уж точно не нужен солярный знак. Ну, конечно, да. Ну вот, говорю, там надо просто Удмуртия, типа, все же обработано в Удмуртии, как бы нужно просто лепить в Удмуртию и все. Что париться. Ну и название, в смысле. Поэтому если к концу, например, лагеря вы придумаете себе какой-то фирменный стиль, ваш, и будет потом штамповать его. Такое. Да. Ладно. А что, между прочим, это очень Как все привычка удобно. делала. Вот завтра у нас Ну, смотри, я мастер-класс делала. по набойке. И мы там Вот тоже. как раз- Я просто им делаю и Так, что, фирменный давайте стиль вопросы некоторые какие-то ярче. остались еще? Да, может быть, вам нравится какой-нибудь фирменный стиль? Вы хотите это обсудить? Фирменный стиль от резиденции. У нас его нету. Так вот. А что это у нас его нет? Есть? Ну, почему я, например, не делаю паттерны всякие? Потому что у нас самое главное — фотографии. Я могу это обосновать. То есть мы думали логотип менять, не менять. У нас было поровну, да, эти голосы. Мнения разделились, а решили оставить. У нас самый главный контент — это фотографии. Если там будут какие-то узоры, это будет тумач и борщ. Кстати, тут неожиданно логотип я мог. Да. Почему-то. Как вы, вот, давайте обсудим, мне просто интересно, что вы тут видите? Глазик. Глазик, солнышко. видимо. Глазик, который Ну, поехал. это тут тоже, как говорится. Простите. Ну, у нас интернет. Ой, так не может задвинуться. Глаз, да, был? Или Да, планета? Классно. Планета Юмок. Ну да, кстати, планета тоже раз. Потому что это символический такой метафорический знак. Но метафора — это когда автор уже закладывает что-то, и ее можно сочетать однозначно. А символ — это когда ты называешь свои интерпретации, свои варианты, они, в принципе, не подходят. Давайте, девочки, домашнее задание. Ладно, маленькое. Накидайте, если бы вы были дизайнером одежды, прям накидайте рисунок. Да, Логотип логотипа, вы да. хотели себе. Причем работа над логотипом начинается именно с эскиза, просто карандашом. Чтобы Идея. какую идею вы бы транслировали своей одеждой? Например, кто-то
бодипозитив, да, все удобства, какая-то универсальность. А кто-то, например, что-то очень женственное, кто-то девчачье. Думаете, как могут выглядеть, да? А это еще начинается с того имени, которое вы выбираете своему продукту. Вы себе какой-то псевдоним сочинили, как я, да? Дарили, это же псевдоним. Моча, муар, ткань такая, шелк, который с юга привозили. Такой красивый. Я думала, это Потом у тебя это морская парча. антенна. Точно, пока не сказала парча. Это слово от материала перешло в цвет. Яркий, красный, алый, лиловый, такой, как здесь, ярко-розовый. Поэтому очень много выражений. Дарали как гордый крис, покраснел как дарали, например, и солнце встало как дарали, дарали как чудо. Ничего себе. И поэтому это стало именем. Потому что красный, красивый имя дарали, это вообще такое отдельное имя, да. Солнце поговаривает, теперь покраснело. Да, покраснело. Ну что, спасибо, Таня. А я еще хочу сказать, раз вы возьмете за логотип, то есть определенная последовательность работы. То есть есть, например, вообще хорошо делать в группах. Это называется мозговой штурм. И когда вы накидываете ассоциации, которые из других ассоциаций, тоже майндмап называется. Вы можете сами просто, это все так начинают работать, берут листочек бумаги и накидывают идеи. Сначала можно не рисовать, тем более для тех, кто не умеет рисовать. В логотипах вообще не обязательно уметь рисовать. Придумывать идеи, писать все на бумажке, потом, может быть, на следующий день посмотреть, какие-то варианты хорошие или нет. Второй этап – это посмотреть, провести исследование, research называется, или это работа с аналогами. Посмотрите, что по теме модных логотипов делали другие. И найдете хорошие идеи, берите себе. Просто дерите. Ну, конечно, вы потом на каком-то этапе в эту идею все равно переработаете под себя, и она не будет уже такой, какая она была. Еще была у меня мысль, вообще, как нам говорит наша Азалина, мыслите как продюсер, зачем вам что-то вы сегодня это делаете, а зачем это вам завтра, да? Я думаю, зачем я сейчас делаю это в магии Урбан. Может быть, Урбан это вообще какое-то движение, а может быть, это вообще будущий магазин наш. Бренд, может быть, бренд тоже, да. Какой-то с перспективой лавочка дизайнерской одежды, да, гораздо интереснее было бы подумать, что это дальше могло бы быть. Не просто, чтобы мы тут учимся, такая семейно-образовательная, это очень важно, а что мы, например, потом все шьем, и у нас тусовка, и мы делаем какие-то маркеты, мы делаем какие-то обмены одежды, и это так интересно и полезно. Вот я тоже хотела этой презентации сказать и повторю. То есть прежде чем что-то делать, да, подумайте, как говорит Азалина, зачем вы это делаете. То есть вам зачем визитки, например, если вам не понадобятся визитки, зачем вам один фирменный цвет, если вы хотите прямо все цвета радуги. Если это целесообразно, берите все вообще. Да, правил не существует на самом деле. Все зависит от задачи, которая у вас есть, и что вы хотите добиться завтра. Я предлагаю сделать общий чатик ВКонтакте, да, чтобы не терять новости. Сейчас у нас кто меня, друзья, вообще есть, куда нету. Спасибо за внимание.